Все, кран. Тел, лампочки горе идет. Оно съедать. Тишина вместо живительной влаги. Проблема отсутствия воды преследует жителей микрорайона за каналом не только в летнее время, но и зимой. Салман Миржоев живет здесь около 7 лет, разводит животных и птицу, которых также нужно поить. Как выразился мужчина, воду они получают лишь по праздникам, а их в календаре не так много, как хотелось бы. До Нового года числа 20-го хидару. Многие жители вырыли колодцы, чтобы там хранить запас воды. Но тогда уже возникает вопрос, как их наполнять. Самое интересное в этой ситуации не в том, что в этом районе нет воды. Ее просто не могут доставить до потребителей. Буквально в 300 метрах от дома Салмана стоят 3 накопителя. В общем, они создают десятки тысяч кубов запаса воды. Но довести до абонента не могут. Причина – водопровод. Он не рассчитан на такое давление, которое нужно, чтобы поднять воду до потребителей, живущих на возвышенности. Она просто не была рассчитана на такое количество людей. Она не была. Наполовину мы по генплану дальше она не рассчитана это. Эти вот трубу они сейчас будут менять, насосные станции будут ставить. Вот в течение этого года все это там должно наладиться. Должно, не то, что должно, наладиться. В планах Порывы водопровода на этом участке, по словам работников администрации, явление частое. Всего было более 80 случаев, когда труба не выдерживала нагрузку, из-за чего давление в них снизили и живущие на возвышенности остались без воды. Получить ответы на вопросы, когда она будет, жители района собрались у здания сельской администрации. Туда же пришли и депутаты парламента и горсовета Назрани. Их чаяния выслушали и обещали помочь. Воды в этом районе нет у жителей 7 улиц, начиная от Свердловской и выше. Всего это около 30 домов. У тех, кто живет ниже, она бывает с перебоями, но всяко лучше, чем ничего. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24.